Оборона. Давайте обсудим оборону. Ну, когда вот мы красные, противник синий. Когда противник стоят на месте и пасуются, это вообще нет проблем, да, так? Ну, так мало кто играет. То есть они будут пасоваться и стоять на месте. То есть мы все контролируем. Но на самом деле противник будет смещаться. И вот смотрите, что получается. Смещается. Ну вот, допустим, они делают классическую бабочку. То есть обычно это когда мяч ходит вот так вот. Поперек поля защита катает. Защитник, отдавший пас, убегает с этого места. На его место прибегает другой. Этот получил мяч, отдает, убегает с этого места. На его место приходит другой. То есть вот эти игроки вот так бегают. А эти вот так вот. Ну, а мяч ходит вот так поперек. И сразу вам скажу, ну все знаете, оборона бывает зонная, когда вы стоите на месте, в этом месте, отвечаете за зону. Либо вы каждый с каждым бегаете за ними. Когда, ну, каждый с каждым это хорошо, если у вас прямо вся команда быстрая, там, физически сильная, вы чуть-чуть сильнее соперника. Тогда можно так играть. Либо, если на короткие расстояния надо бегать. Там. Ну вот, например, там, он побежал сюда, ты за ним, он побежал сюда, ты за ним. То есть он не бежит куда-то туда, там, а вот тут вот рядом. Ты за ним, тут этот за ним. То есть все просто. Тогда можно каждый с каждым играть. Но рано или поздно вас игра заставит научиться играть зонную защиту делать. То есть вот мы красные. Вот, например, на простейшей бабочке. То есть он отдает пас и убегает с этого места. Этот на его место садится. И все. Уже надо думать, смотрите. Он отдал пас. Он убегает с этого места. Этот игрок не видит его. Он видит своего игрока. И он пойдет за ним обязательно. Бежит за ним. Вот он может успеть, он может не успеть. Может он споткнуться. Всяко может быть. Поэтому этот игрок, защитник, не должен убежать за своим. Это будет глупо. Он должен остаться в защите и сказать нашему нападающему, который начал было за ним бежать: оставь, это мой. Он оглянется на него, посмотрит, все нормально, там партнер забрал этого игрока, и он вот остается на своем меньше. Ему меньше бегать по всему полю не надо. Защитники берут новоприбывшего игрока, то есть и вообще проблем нет тогда. То есть вот задние игроки, защитники должны с подсказом, они должны общаться друг с другом. Эти у них спрашивают, а эти им говорят, там, оставь, не оставь, или иди за ним, если он не успевает. Этот отдал тоже мяч, побежал сюда, этот на его место садится. Этот бежит за ним, но этот не должен убегать туда. Он остается на месте, пусть к нему прибывает новый игрок. Этому говорит, оставь. Все, остались на месте. Теряете меньше сил, противник устает. Противник вот это делает, им это не приносит результата. Их это деморализует, они устают, у них начинаются проблемы, там, игра не идет. То есть вы читаете игру. Это просто, это когда квадратом. Но чаще противник играет, теперь разберем. Противник играет ромбом. И что делать тогда сразу? Вот. Недавно, самое простое, когда они вот так вот меняются с ближайшим. Тут, в принципе, можно и каждый с каждым успевать. Тут на короткие расстояния, то есть этот побежал, этот за ним. Этот побежал, этот может за ним, если ему там удобнее. Разговаривайте, говорите, мой, я пошел там, я направо. Но бывает сложнее. Зона нужна, когда противник делает длинное перемещение, сразу в нашу зону идет. И все, у нас сразу начинаются проблемы, и нам часто забивают такие голы.
И забивали, и недавно забили, и продолжают забивать. И еще будут забивать, видимо. И мы должны научиться делать, чтобы не пропускать такие голы. Что для этого делать? Вот недавно мы пропустили такой гол. Вот защитник у них, наши стояли примерно вот так. Как-то вот так вот. То есть они там пасовались вот так, пасовались, мяч ходил. Мы, казалось бы, все контролируем, все на своих местах. Вообще проблем не было, пока в какой-то момент вот этот игрок не побежал с этого места. Он сам по себе быстрый был. Плюс, так как он смотрит воротам на наши ворота лицом, ему надо не разворачиваться. Он просто побежит и все сразу. И он сам выбирает момент, когда ему побежать. То есть он всегда чуть-чуть опередит этого, если он решит побежать. А этот игрок смотрит лицом туда, ему надо, чтобы побежать назад, развернуться туда лицом обратно. Понять, какая-то доля секунды, полсекунды, там, не знаю, секунда может, там, пока он за ним побежит. Этот уже всегда впереди. Поэтому это опасно очень. И вот случился нам такой гол в наши ворота. Этот, значит, отдал пас вот этому, по-моему, и резко побежал. Этот, значит, опаздывает за ним, побежал за ним, но этот уже сюда бежит. И этот партнер противника, получив пас, тут же выводит его в пустую зону сюда, бросает ему мяч на ход. Ну вот он врывается сюда, бежит спокойно. Эти наши стоят, они говорят, я же со своим игроком. Этот говорил тоже, я со своим игроком. И этот спокойненько один тут, вот, по туннелю тут пробегает по пустому и расстреливает вратаря. И гол. Что делать, чтобы... А эти моменты снова будут и будут. В каждой игре почти так бывает. Что делать, чтобы не пропустить такой гол? Вся надежда на вот этих двух игроков, которые ближе всего... Кто ближе всех к вратарю, к нашим воротам, те и защитники в данный момент. Хоть ты там считаешь себя там нападающим, там, Месси, но ты, если оказался в защите, то ты защитник в этот момент. Поэтому, если такое случилось, там отдал туда, пас туда, и бежит, это за ним бежит, там не успевает, бежит, но этот первее, ему дают пас, этот игрок не должен стоять как истукан, и этот тоже, как манекены вот здесь, вы же не столбы, не манекены, вы должны читать игру, то есть та же самая зонная защита. Правда, вы тут уже не говорите оставь, вы уже тут просто выручаете партнера, команду, чтобы не пропустить. Вы должны тут же переключаться с менее опасного на того, кто ближе к воротам. Вы должны были сесть и бросить его, переключиться на вот этого. Это тоже должен чуть-чуть. Кто ближе, тот и переключается на него, а второй помочь должен. Да, вы оказались вдвоем против двоих, и тут уже начинаются варианты. Но это все равно уже лучше, чем если он просто один тут пойдет и забьет. То есть вы должны переключиться на наиболее опасного игрока, который уже идет забивать, надо переключаться уже, бросать этого игрока. Ты должен бросить и сюда сместиться. Этот за ним бежит, то есть вы должны замедлить их атаку, цель. Этот тоже чуть-чуть бросить своего полупозиции между ними и им. Помочь партнеру. Этот все уже упирается в этих защитников, не может. И он начинает думать, либо подключить сюда, либо сюда, этот прибежит. То есть атака замедлилась, этот скоро придет на помощь. То есть вы должны атаку замедлить их. Помочь. Не нужно стоять вот так вот со своими игроками и говорить, я держал своего игрока, я не виноват. Да, ты не виноват, но команда пропустит. А самое главное это команда. Поэтому нужно переключиться и схавать вот эту опасность, самое главное. Пускай он уже начнет переключать, подключать другого игрока,
этот вам бежит на помощь, этот тоже бежит. Вы должны замедлить их атаку, выручить, помочь вот так вот. И уже вот такие глупые голы не будут тогда. Партнер потом подоспеет, там, либо он за этим, ты говоришь, все, ну, видишь, он возьмет его. Все, можешь переключиться за своим. Вот что такое зонная оборона, ребята. То есть зона это вот, пускай они там переключаются, там, убежал, там, это сюда. Ты говори, я тут, все, этому своему, чтобы он не херачил через все поле, не силы теряет. А ты-то уже здесь. Ты не должен самоустраняться с этого места. Типа, пускай ты беги как лось сюда через все поле. А я, мол, там со своим стою, тут курю в сторонке. Нет, ты должен с подсказом, не просто молча там, а говори я. Вот они тут вот так стояли, например. Взял там этот игрок, и другой сюда вот бежит. А этот туда побежал. Но обычно они восполняют. То есть они не будут в одном месте вот так вот вдвоем. То есть если вот так стояли, бежит этот, ты говори, этот за ним бежит, потому что это же был его игрок. Он бежит за ним, а этот убегает. Ты говори ему, я, оставь, возьми того там. Все, твой игрок тебе будет благодарен, он все, он переключится, ты не, то есть ты взял своего более другого, более опасного игрока своего, кто уже в твоей зоне. Вот что такое зонная оборона.